Вот уже около года в селе Кындых Очимчирского района разводят карпов и форель. Проект не из легких. Вырастить, покормить, переместить в отдельные пруды, а затем проследить, чтобы рыба в них росла и ее становилось больше. Основная моя работа, говорит рыбовод Бадрий. А все начинается отсюда, с малькового цеха. Вот это вот инкубационные аппараты. Эти вот горизонтальные, там есть вертикальные. Здесь выкладывается икра, она здесь хранится где-то дней 15-20, она вылупляется, из нее получается личинка. Они здесь находятся после того, как они вылупятся, дней 20, их переносим мы в выростные ванны, называется выростные столы, где они доращиваются. После этого мы их взвешиваем, сортируем, и они переходят у нас в ванны круглые. Кормят мальков каждый день, обязательно в определенное время, иначе не будут расти, говорит рыбовод. Пропустить этот процесс по часам нельзя. Мы каждый час кормим, каждый час, с 6 до 12. То есть, а в одно и то же время вы их кормите? Все время, одно и то же время, с 6 утра до 12 ночи. И так вот постепенно. И чем они больше расти будут, потом там кормление какое уменьшается, допустим, каждые 2 часа. А потом каждые 3 часа. Есть, допустим, на улице каждые 4 часа кормят. И уже взрослые. Мальковый цех построен с нуля. Кстати, раньше вместо рыбного хозяйства здесь было обычное поле. Скважины для прудов пробурили совсем недавно. Вода сюда поступает из сельской скважины. Эту систему здесь тоже наладили. Всего на территории рыбного хозяйства 6 прудов. Планируется 12. Вот, например, в этом разводят форель. А в этих прудах живут карпы. Кстати, за кормом не нужно никуда ездить. На территории рыбного хозяйства есть маленький завод по производству корма. У нас есть маленький мини-заводик, который здесь же на нашей территории стоит. Мы привозим с Аджубжи, с завода муку, рыбную. И все ингредиенты, это сюда входит рыбий жир, масло, мука пшеничная, жмых, отруби. Ну, это, естественно, все как по пропорции. Там ребята, когда делают по таблице. По таблице, как обычно делают. И есть разные фракции. Это, допустим, 8. Это на крупную рыбу. Мы делаем с 2. Кстати, рыбу еще не реализовывали, так как сам проект все еще экспериментальный. Пока идет наблюдение за тем, как приживется рыба, как лучше ее разводить. В планах у владельцев рыбного хозяйства Давида Гадлия и других соучредителей разводить еще и осетр. Для этого, кстати, уже пробурили скважины. Также планируется построить здесь коптильный цех. Гугуца Вардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.